Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какой мужчина у вас на пороге. Кто он, зачем идет, ну и с чем он идет, конечно же. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, у вас такая активная личная жизнь начинается. Да. Смотрите, девчонки, вот в дне сегодняшнем, ну так, знаете, вчера, сегодня и даже, возможно, полдня завтра, вот идет ощущение вас как будто бы в клетке, в каком-то заточении. То ли вы никуда не ходите, то ли очень много работы, каких-то дел, вот некогда личной жизнью заниматься. Оно-то, конечно, хочется, но вот по времени то ли не успеваете, то ли действительно какие-то сейчас блоки, ограничения, нет новых лиц, и да, может быть, и негде, да, и негде вам знакомиться. То есть вы сейчас действительно в каком-то одиночестве, в какой-то даже аскезе кто-то находится, но у кого-то действительно очень много дел. Вот бытовуха заела, там работа, как-то вы сконцентрированы на чем угодно, кроме личной жизни. Вот, это вот ближайшее ваше прошлое, ну, как бы сегодняшний день. Вот, кажется, что ничего не будет, никто не встретится, не найдется. Ну, типа, кому я нужна, да, кто ко мне тут придет, кто дойдет. Но вы очень сильно ошибаетесь. Здесь прежде всего к вам вот совершенно неожиданно, нежданно, и это для вас будет даже каким-то шоком, идет мужчина, которого вы знали, вот из прошлой жизни возвращенец у вас тут появляется. Очень скверная личность. Но я читаю вот с вашего ощущения, да, вот что у вас на подсознании по отношению к этому человеку. Вот скользкий тип, не заслуживает никакого доверия. Да, красавчик, да, обманщик, умеет сладко говорить. Но у вас от этого человека, ну, только боль и разочарования были вот из прошлого, из вашего. Вот он к вам идет. Причем идет как-то на изи. Типа, вот привет, давно не виделись, а ты там что, по мне не скучала, да, пошли там куда-нибудь с тобой погуляем. Вот. Идет он не пустой, идет с каким-то подарочком, что-то вам вот типа будет дарить. Сразу хочу сказать, какая-то ерунда, мелочь. Ну, такое, знаете, ну, и детям лучше подарки дарят. Да, ну, просто вот посмотрите, скажете, ну, не изменился ни капельки. Вот. А он такой вот прям с уверенностью, что вы его ждали, что вы тут по нему слезы лили, страдали, вот как дверь всегда приоткрытой держали, да, так и с надеждой туда постоянно заглядывали, ну, есть он, нету, появился, не появился. Такой идет, без звонка, без всякого предупреждения, просто вот в наглую пытается влезть в ваш дом. Девчонки, кто был в браке с этим человеком, то же самое. Вот знаете, даже может вам что-то бросить, там, типа там мой дом, либо там мои дети там живут, да, вот типа, как это так? Что это вы меня тут не встречаете, что это вы меня не ждете? Ну, такой интересный, если не сказать грубее. Смотрите, этого человечка вы очень как-то быстро, резко в два захода вы проводите из дома, ну, вы толкаете его в спину, вот, и он такой обиженный, так и не поймет, что произошло, и что такое, что-то меня не ждут, вот, уйдет, но попытки свои еще будет повторять. Очень ему хочется обратно, очень хочется к вам, очень вы за ним заботились, всю себя отдавали в эти отношения, как в рабстве у него были, да, вот, и он как бы думает, почему нет?
я сейчас свободен, никому, по сути, не нужный, а пойду-ка я к моей вот бывшей зайду. Значит, девочки, он не поменялся, вы это сразу тоже поймете. Любить он может только лишь, ну даже не себя, а скорее свои удовольствия. Вот что ему приносит удовольствие, то он любит. Все, ну такая его жизнь, она никчемная, пустая. Человек сам по себе пустой. Вот это он у вас вот на пороге появится. Дальше, мои хорошие, здесь у вас женщина, очень хорошая женщина, такая прям видная, может быть, при каком-то ну, вот, статусе, при положении. Женщина постарше, чем вы по возрасту, вот она вас куда-то будет приглашать, звать, может быть, какое-то мероприятие, может быть, работу будет вам предлагать. Вот. У этой женщины к вам прекрасное отношение. То есть она вас видит, она видит вас то, чего даже вы в себе не видите. Вашу прекрасную душу, ваш хороший нрав покладистый, вашу мощь, вашу силу. Вот она вами восхищается. И она, знаете что, вот вам как жениха, что ли, подыщет. Вот у нее такая идея в голове, вот у нее за спиной стоит мужчина, который ей тоже нравится. Вот она думает, вот какая бы они были хорошая пара. Вот возьму-ка я их и познакомлю. Будет вас с кем-то сватать. Но сразу хочу сказать, вам тот мужчина не понравится. Не понравится, ну, так в жизни бывает, да, не со всеми ж мы можем там встречаться, общаться. Он неплохой, он какой-то очень, знаете, дотошно занудный. И вот знаете, называют таких людей, да, кефирными мальчиками. То есть он очень семейный, он там, может быть, с мамой проживает, либо там с бабушкой, с какой-то женщиной он проживает, прям близкой женщиной. Он очень послушный, он привык, чтобы женщины вот там доминировали, отдавали ему распоряжения, говорили там делай то, делай сё. Кстати, имя вот его даже показали, на И имя. И. Или, может, фамилия даже у него на И. Но, тем не менее, не суть. Суть в том, что вам он и внешне не понравится. И не понравится вот по характеру, по поведению и по ментальности. То есть это вообще не ваш вариант. А вот вы ему очень понравитесь, но он очень скромный и будет опираться все-таки больше на мнение, например, той женщины, с кем он живет. То есть там мамочка посмотрит так оценяющим взглядом и скажет: ой, ну что-то она слишком шикарная для нас, не, нам не надо. Или вот там бабушка, ну с кем он проживает. Но, тем не менее, девочки, не отказывайтесь от этого знакомства и не отказывайтесь от дружбы с этим человеком. Этот человек, он не только, например, там, может что-то по дому вам прийти помочь, там, починить, отремонтировать. Он также может и какие-то, ну, я не знаю, сложные технические вопросы решать. Да? Может быть, вам нужно будет работать с интернетом, да, либо какие-то документы оформлять. Вот он может вам помочь и подсказать. Этот человек не наглый, он не станет к вам лезть, там, навязывать интим, либо там, какие-то другие, да, вещи. Нет, он этого не будет делать. Он будет крайне галантный. Вот, и ему очень приятно быть услужливым для женщин. Ну, так его воспитали. Ну, так бывает. Значит, девочки, общайтесь, дружите. Никто вас тут не заставляет с ним жениться и прочее, прочее. Просто общайтесь. Он вам будет полезен, этот человек, очень полезен. И вот эта женщина, которая вас тут сосватает, познакомит, ей тоже будет приятно, что вы общаетесь с этим человеком. Ну, она будет спрашивать, ну, как у вас дела? Вы говорите, все нормально, мы общаемся, мы дружим. Ну, зачем нам спешить, да? Поспешишь, людей насмешишь. Ну, в общем, такими фразами будете отговариваться. Вот, и в лице этой женщины, в глазах, вернее, этой женщины вы останетесь молодчинкой и себе еще такого полезного человечка заведете вот в качестве друга, в качестве помощника. Поэтому, мои хорошие, будут вас сватать. Может быть, кто-то не любит, да, кому-то будет неприятно. Но потерпите, потерпите, поверьте. Это неплохие люди. И здесь вас ждет польза и позитив. Ну, серьезно вам говорю. Вот поверьте мне, все будет замечательно. Так. Для какой-то девочки скажу про треугольник, потому что здесь треугольник вышел.
Здесь может быть женатый мужчина, может быть, вы уже с этим мужчиной как-то сошлись, у вас разгар пойдет отношений, он больше будет к вам идти, сближаться, но вопрос со своей женой, да, либо с женщиной, с которой он там вместе проживает, находится, он решать не будет. Вот здесь страсти, причем очень такие жаркие, яркие, с искрами, со вспышками, это будет. Но вот вы четко должны понимать, что он от той женщины не откажется. Не откажется, особенно если там детки есть. Там, конечно, любви нет. Нет, но там есть нечто большее, чем любовь. Там, может быть, как люди дружат. Да, бывает же такое, муж с женой дружат. Там может быть общий бизнес, там действительно могут быть дети, там могут быть какие-то четкие обязательства, да, вот, которые они выполняют. Там им удобно, вот им удобно жить так. То есть как муж с женой они не живут, а вот как два, скажем так, партнера, да, вот у них очень хороший симбиоз получается. Поэтому, мои хорошие, чтобы вы не разбили себе сердце, чтобы не потратили свои лучшие годы на пустые ожидания, здесь вот сразу хочу предупредить. К сожалению, я не вижу удачного разрешения именно для вас. Треугольники, хотите страстей, страсти. Хотите серьезных отношений, семьи, брака, это не вариант, абсолютно не вариант. И что бы вы ни делали, как бы он там к вам не стремился, все равно он от той женщины не уйдет. Не уйдет и точка. Вот поверьте, здесь нечто большее их связывает. Тут они, понимаете, они на одной веточке сидят. На одной веточке, и да, как бы он там к вам ни шел, все равно он с той веточки не спрыгнет. Конечно, к вам потянется, сами понимаете, тянуться можно в разные стороны. Вот, поэтому, девочки, имейте в виду, женатый мужчина не вариант. Плюс еще такой момент, вот этот женатый мужчина, он может вас закрывать от других мужчин. То есть вы на нем сосредоточитесь, вы в него влюбитесь, и других мужчин уже не будете замечать. Даже смотреть на других мужчин не будете. Так, здесь я предупредила. Смотрите, тут еще один вышел нам какой-то мужчина, то ли переписка с ним, то ли какое-то общение вот через расстояние. Будете вы с ним договариваться, наверное, на встрече, или он вам будет обещать встречи, но не сможет, он не сможет вот физически доехать до вас, не сможет, и там будет все переноситься. Опять же, вы либо с этим мужчиной вот-вот где-то в социальных сетях познакомитесь, либо вы уже с ним общаетесь. Вот, ждете от него какой-то конкретики, встречи ждете, может быть, ни разу не видели вживую. Вот он вроде как обещать будет. Даже, возможно, билеты будет покупать, но что-то не получится. То есть до встречи здесь не доходит. Так, по поводу новых людей. У вас здесь какие-то знакомства будут. Такие, знаете, ни о чем. Вроде как познакомитесь, а в какой-то момент, да, что-то смущать начнет. Либо человек как телефон попросит, а звонить не станет. То есть такие вот у вас знакомцы появляются. Ничего серьезного. И в принципе вам-то особо дела до них нету. То есть, чтобы сказать, кто-то понравился, нет, не понравится. Вот. И вот на самый посредочек идет он. Он красавец. Такой мужчина, он очень стильный. Он как-то одевается, вот у него есть стиль. Не могу сказать какой. Спортивный, деловой, casual. То есть человек вот придерживается какого-то стиля. Он всегда чистый, он всегда пахнет, он всегда прям с иголочки. Вот прям, как картинка, понимаете, живая картинка. По возрасту мужчина, как вы, либо, знаете, как 2 года плюс, 2 года минус. Двоечку у вас вижу. Имя у него на букву «С». Или фамилия на букву «С». То есть его так называют. Может быть, он Александр, а зовут его Саша. Может быть, он Сережа, Серафим. Да, то есть имя интересное у него. Вот, и этот мужчинка к вам идет.
Знакомство совершенно случайное, знакомство в каком-то общественном публичном месте. Это может быть парк, это может быть какой-нибудь кафе, ресторан, клуб, не знаю, кино, театр, да, вот где-то вы познакомитесь. Он будет в окружении женщин, вот самое главное. А вы не одна тоже будете, вы с кем-то будете. Может быть, кстати, с вот этим вот ухажером будете. Знакомство такое интересное, вот как будто бы люди, ну, случайно начинают общаться на какую-то тему, либо поддерживают друг друга в какой-то теме. Так вы с ним познакомитесь. И знаете, у этого мужчины сразу на вас глаз загорится. Вот прям видно будет. Прям с такими жадными глазами на вас будет смотреть. Вы аж испугаетесь. Да, так на вас давно никто не смотрел. А вас будет очень смущать то, что он в окружении женщин, и то, что он действительно, ну красавчик, девочки, красавчик идет. Прям с иголочки, такой модный, стильный. Ой-ой-ой-ой-ой. И вы прям, так знаете, вот как-то подумайте, скажете, что, наверное, бабник. Наверное, он бабник, наверное, у него таких девушек, да, целая коллекция. Надо подальше. Вы, кстати, бабников не любите. Нет. Вы таких вот холеных, сладеньких мужчин вы не любите. Почему-то у вас вот как какое-то стереотипное мнение по поводу таких людей. Он на самом деле вот как на парад оделся, да, потому что какой-то момент был. Да, он стильный, и да, он придерживается стиля, но вот он просто в парадном каком-то наряде был. Да, вот прям вышел там себя показать. Вот и этот мужчина, он такой начнет к вам прям чуть ли не приставать, там, давайте знакомиться, общаться, а давайте телефон, а вы дадите, а он сразу начнет перезванивать, проверять, ваш ли это телефон, там, соцсети, да, вот прям пристанет к вам. Вы же такая будете от него там пятиться назад и говорить: так, мужчина, ну-ка, немножечко успокойтесь, возьмите себя в руки, что происходит. Я женщина приличная, не надо на меня с такими наскоками. Но он очень классно, он все может переводить в шутки. Ну, посмеетесь с ним, конечно. Удивитесь тому, вот как реагируют на него женщины, да, которые рядом с ними. Вот они вот таким восхищенным взглядом на него смотрят и, ну, готовы все от него принять, что он там скажет, что он делает. Он, конечно, артист, талантливый очень человек, как душа компании, да, про таких людей говорят. И, кстати, вот еще важная информация по этому мужчине. Ну, кроме того, что он, конечно, звезда, а он и есть звезда, он еще и очень такой, знаете, уравновешенный. Вот этого человека практически невозможно из себя вывести. Крайне редко он выходит из себя, его за это любят, его за это уважают. И, в принципе, знаете, вот ничего плохого про него сказать не могу. По знаку зодиака могу сказать, что, скорее всего, Земля. Очень такой спокойный тип личности, но при этом он умеет поддержать человека, компанию может поддержать, и достаточно активный. Вот активный, любит комфорт, любит, когда порядок в доме, любит зарабатывать. Да, вот деньги для него не самоцель, для него главная реализация, вот как он себя реализует. И знаете, девочки, вот настолько он вас вот закрутит, завертит, что вы обо всем забудете. Забудете, что вам не нравится такой тип мужчин. Не станете думать, что он такой красавчик, значит, у него женщин очень много. То есть как-то вот прям вызывает доверие. Вот такие глаза у него, кстати, очень необычные, прям как хрустальные, кажется, очень такие глубокие, и, скорее всего, светлые. По цвету волос не скажу, я этого не вижу, не скажу. Вот что четко показали, то, что он звезда, то, что он очень красиво одевается, что он за собой ухаживает, вот это показали. Цвет волос я не вижу. И смотрите, вот с этим человеком у вас действительно начнутся отношения. По крайней мере, он будет к вам гореть, он будет,
ну, скажем так, делать все возможное и невозможное, чтобы с вами там почаще видеться, встречаться, чтобы вам писать, вам звонить. Это не то, что он там напролом пойдет, нет. Но, тем не менее, активность вот именно с его стороны пойдет. А вы как доверитесь ему, доверитесь и будете общаться, встречаться. Сразу хочу сказать, что мужчина на момент встречи с вами свободный. Да, прошлое у него, скорее всего, было и достаточно активное, может быть, даже не один брак, но он, я уже говорила, да, человек адекватный. Со всеми своими бывшими он 100% общается. И общение вот такое дружеское. Но он умеет выходить из конфликтов, он умеет договариваться. В принципе, для вас это, конечно, будет новинка. Вы таких людей не встречали. Может, женщин таких видели, но чтобы мужчина, для вас, конечно, вот будет удивительно. И не исключено, девочки, что он вас даже может и познакомить с кем-то из своих там, ну, детей, либо даже бывших женщин. Причем как-то в короткие сроки. Как-то прям выводить вас будет в свой круг общения. И причем представлять вас будет чуть ли не своей женой. Представляете? Вот вы будете думать, ну ничего себе, мальчик закрутил, да? Куда вы спешите, джентльмен? Вот, интересно будет. Вы ему доверитесь, вот что я вижу, вы доверитесь. А вы хотите этого, вы хотите кому-то доверять. Вот не было у вас таких доверительных отношений, вот не было мужиков, кому бы вы могли вот со спокойным сердцем довериться. Хотели, но не могли. А вот с этим человеком все пойдет по-другому. Не будет у вас там ни ревности к нему, ни каких-то вот вопросов, ой, а что ему надо, а надолго ли это, любит, не любит, что будет дальше. Абсолютно спокойно себя будете чувствовать с этим человеком. К сожалению, на этой отсыпке мне не показали, что вас ждет с этим человеком. Мне лишь показали, что вот вы у него под правой рукой. Ну, то есть как пара вы идете. И вы ему доверяете, раз вы под правую руку стали ему. У вас с этим человеком еще и как круг общения начнет разрастаться, и какие-то новые еще интересы появятся. То есть он не только идет, несет вам любовь и дружбу, он еще несет вам новые какие-то возможности, либо новые знакомства, действительно новые интересы. Очень неплохой мужчина. Ну, такое совершенно случайное знакомство, ну, просто на улице, да, вы познакомитесь. Это судьба, и тут, вот знаете, как вас, его, да, свели в одно место, вот поместили, чтобы вы познакомились. И там ситуацию еще какую-то вам создадут, вот на этой ситуации вы как раз говорите с ним. То есть, либо как вот две группы людей разговорятся. Вот прям как интересно все. Вы когда будете вспоминать вот этот момент встречи, знакомства, вы будете удивляться и думать, да, вот как высшие силы могут вот это все планировать, организовывать. Очень, кстати, интересно. Девочки, ну вот мужчина, да, он мне нравится. И вам он очень тоже понравится. Вот как-то располагает к себе. Располагает. Хотя сразу хочу сказать, тут нам прям показали, у него в ногах, видите, маленькая сова сидит. Это какое-то его прошлое, и он его скрывает. Скрывает. Но знаете как? Ну, я не могу сказать, что это что-то прям страшное, ужасное, но какой-то момент своего прошлого он будет очень долго скрывать. И он вообще, в принципе, ото всех это скрывает. За что-то ему стыдно или неудобно. Ну, в принципе, ну, а кто в молодые годы не ошибался? Да? У кого нет скелетов в шкафу? Да, у всех они есть. Вот. Но вы как-то туда не смотрите. Нет, вы туда не смотрите, вас это как-то не волнует. Сразу вот хочу предупредить, что вам могут завидовать с вашей стороны какие-то женщины. Либо на работе коллеги, либо, может быть, даже в семье, либо там подружки ваши могут завидовать. Ну как, такого вот прям мужчину отхватило. Критиковать вас могут. Что вот, как ты там на улице познакомилась, и сразу там уже с ним общаешься, там с его друзьями, туда-сюда, да, может быть такая критика. Могут даже вам какие-то душераздирающие страшилки рассказывать о маньяках, о психопатах, ну и прочее, прочее. Значит, девочки, адекватно реагируем. Конечно, в жизни все бывает. И да, по статистике все маньяки, они все очень милые, обходительные люди. Такие божьи одуванчики, но тем не менее, я не вижу, что этот мужчина маньяк, да, что-то он скрывает, но это для вас не опасно.
А вот женщины эти, они просто тупо завидуют, завидуют. Ну, конечно, конечно, завидовать. Когда у вас было все плохо, никто не завидовал, да? А когда у вас более-менее тут прям жизнь начинает налаживаться, то они сразу вон побегут вам завидовать. Дозируйте, дозируйте общение, либо переводите темы. А то эти подруги, знаете, могут такого понарассказывать, потом спать не будете. Так что так, мои хорошие, я вас предупредила. Мужчина, смотрите, вам идет в течение ну, где-то 2-3 недель. Кому-то раньше, кому-то позже. Но встреча, она уже состоится. Здесь как бы ее не обойти. Вас тут никто не заставляет с этим мужчиной. Вы будете уже сами решать. Ну, раз под правую руку к нему зашли, значит понравится. Значит, все сложится. Вот так, мои хорошие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.